Здравствуйте, в эфире новости на телеканале ТУВА-24. В студии Инна Клояна я вам расскажу о главных событиях дня. Сегодня празднуется День семьи, любви и верности. Этот праздник уходит корнями в православную историю России. Семейные ценности близки всем народам России и ближнего зарубежья. Поэтому этот праздник стал весьма ожидаемым ежегодным событием. Сегодня жители республики с этим праздником поздравил и в Рио главы Тувы Владислав Хавалык. В истории нашего народа семья всегда являлась одной из ключевых ценностей. Суровые климатические условия и кочевой образ жизни выработали особое отношение к понятию семьи. Семья в сознании тувинского народа не ограничивается понятием социальной ячейки первого круга родства. Семья включает более широкое определение – род, связь поколений, традиции и многое другое. Также он попросил отнестись с пониманием к ряду решений, связанных с запретом проведения массовых мероприятий, включая свадебные торжества. Человеческая жизнь и здоровье важнее всего. Сельское хозяйство является главной отраслью экономики Тувы. Региону необходимо обеспечить свои собственные потребности в мясе, молоке, зерне, овощах. В Рио главы Тувы Владислав Хавалык выяснил причины закрытия Чаданского мясокомбината и овощехранилища и принял решение о возобновлении деятельности сельхозпредприятий. На строительство этого пустого овощехранилища и заброшенного цеха по консервированию овощей в Чадане потрачено 4 миллиона рублей грантовых средств. В первую же зиму из-за нарушения технологий все овощи замерзли. Без сырья встал и цех по консервированию продукции. Овощехранилище рассчитано на 1000 тонн продукции. До сбора нового урожая осталось 2 месяца, и решить вопрос нужно как можно быстрее. Со стороны Кужуна и так далее, и заказчика, то есть сопровождение проекта до конца не было доведено. То есть микроклимат в самом овощехранилище как следует не был проработан, из-за чего предприниматель потерял первый урожай. То есть то, что вот своими силами выращено, он потерял, поэтому на следующий сезон у него не хватило оборотных средств. Состояние цехов нормальное, можно за короткое время и за малые средства можно восстановить работу. В 2021 году по проекту «Народный картофель» с семенами картофеля обеспечено 26 тысяч малоимущих семей. Напомним, что раньше в рамках проекта «Социальный картофель» поддержку получали гораздо меньше малоимущих семей – около 3000 в год. Помимо обеспечения жителей Тувы картофелем и овощами, необходимо наладить собственное мясное производство. Скота в республике для этого достаточно. Мы находимся на территории Чаданского мясокомбината, который с 2015 по 2017 годы производил тушенку, пельмени, а также колбасные изделия. К сожалению, на сегодняшний день он не функционирует. Рабочая группа правительства под руководством в Рио главы Тувы Владислава Хавалык сегодня изыскивают средства для его возобновления. Мясоперерабатывающий комплекс в местечке Пильдраксы должен был производить в год 250 тонн мяса и мясной продукции. Индивидуальный предприниматель Урана Оржак, получив в 2015 году грант главы Тувы в размере 15 миллионов рублей, на 10 миллионов приобрела оборудование, на 4 миллиона построила здание комплекса. Также на 14 миллионов рублей построены дополнительные здания мясокомбината и столовой с магазином, из которых 11 миллионов рублей – это собственные средства предпринимателя. Проблемы, которые привели к данному факту, на сегодняшний день является тот факт, что у предпринимателя опять-таки сложился недостаток оборотных средств, не хватило денежных средств на закуп мяса у населения, соответственно, процесс по забою не был инициирован вовремя. В рамках этого проекта на сегодняшний день изучаем возможность создания СПОКа с участием данного предпринимателя и включение в данный СПОК еще нескольких предпринимателей. Руководитель региона Владислав Хавалык поручил министру экономики и министру сельского хозяйства возобновить деятельность овощехранилища и мясокомбината. Сделать это планируется путем привлечения инвесторов и создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Ведь продовольственное самообеспечение региона приведет к снижению цен на продукты. Айдана Хавалык, Владимир Сюртюк, Мирана Иргит, ТУВА-24, Дзонхемчикский Кажон.
Эпидемиологическая обстановка усложняется. Правительством республики предпринимаются все необходимые меры, чтобы ситуация не становилась еще более напряженной. Каждое решение тщательно обсуждается на заседаниях оперштаба по коронавирусу. Просчитываем все риски и сложности. Однако здоровье важнее всего. Все ограничительные меры принимаются для защиты населения. Это необходимо для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Тем более, когда в Туве уже выявлен первый случай индийского штамма. Нам нужно беречь друг друга, активнее вакцинироваться 2 компонентами, как требуют врачи. Тогда мы сможем вернуться к привычному образу жизни. В республике идет задержка по выплатам детских пособий до 7 лет. Специалисты соцзащиты не успевают принимать и обрабатывать заявления. В Кызыле, где живет половина населения республики, подано более 6 тысяч заявлений. Из них рассмотрено меньше трети. В Рио главы Тувы Владислав Хавалык лично ознакомился с ситуацией и поставил задачу в сжатые сроки обеспечить своевременную выплату детских пособий. В Минтруда и соцполитике ответственный день. Проблема задержки выплат на детей до 7 лет разбирается с участием исполняющего обязанности главы республики. График работы у Владислава Хавалыга плотный. По ходу докладов, на которые отведено не более 5 минут, глава региона задает уточняющие вопросы. На обратной связи более десятка Кажунов и Кызыл. Заявление представлять, нужно проверять на комплектность, там, на наличие всех документов. Можно было через неделю организовывать, так сказать, да, уже подачу, то есть направление запросов. Почему это не было сделано, а вы ждали целый месяц, да? После этого только после майских праздников, через 1,5 месяца, да, начали шевелиться. Почему заявление не стали подаваться с 1 апреля? Потому что программное обеспечение автоматизированной информационной системы в республике нет. У проблемы 2 аспекта – технический и кадровый. По словам замминистра труда Чечены Дудуп, для обработки одного заявления приходится отправлять в разные инстанции более 30 запросов. Вся эта колоссальная работа выполняется вручную. Срок лицензии на ранее используемую программу истек. На днях Минтруд провел торги по приобретению другой автоматизированной системы. В данное время накал именно потому, что идет ручная работа, обработка всех документов населения. А можно уточнить сроки и цена вопроса? Сроки у нас уже аукцион сегодня, прием документов окончен, там уже идет аукцион будет и 10 дней потом нам потребуется 2 недели на все это. И дальше, конечно, уже эксплуатация работы программы самой. В Кажунах приемом и обработкой заявлений занимаются специалисты управления труда. Работают допоздна, без выходных и все равно не успевают. Из-за возросшей нагрузки увеличилась текучесть и без того дефицитных кадров. Кадровый вопрос, обучение специалистов, привлечение инвестиций в социальную сферу. Первостепенные задачи недавно назначенного министра труда и соцполитики Тувы. Основная цель, которую глава ставил, когда, соответственно, на эту должность выдвигал, когда мы с ним разговаривали, все-таки было приведение в системность работы вообще по выплатам. То есть выплаты должны иметь системный характер. То есть в этом отношении никаких проблем не должно быть. Это должно ежемесячно начисляться и автоматом выплачиваться. Соответственно, вот эту работу необходимо выстроить. И вторая работа, конечно, это взаимодействие с федеральным уровнем, привлечение максимально возможного уровня инвестиций. В этом отношении сейчас собираю все проблемные материалы и планирую на следующей неделе первый свой выезд в командировку в Москву для, соответственно, постановки данных задач на уровне Минтруда России. Социальная сфера очень сложная, однако это не должно быть оправданием. Народ ждет, помощь не доходит до адресатов. Надеюсь, работа ведомства перезагрузится, отметил исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык по итогам совещания. Своевременность выплаты детских пособий от 3 до 7 лет руководителям региона взят под личный контроль. Владислав Хавалык также обозначил для всех новый принцип работы. Если есть трудности, значит надо честно об этом говорить и информировать общество. Мадр Сандан, Владимир Сюртук, Кузел Сарыксерен, Тува 24. В Рио главы Тувы поручил открыть еще дополнительный обсерватор для больных COVID-19. Сегодняшняя эпидситуация вынуждает нас открыть обсерваторы на базе разных организаций. По моему поручению, в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина развернули дополнительные места для больных COVID-19. Съездил и посмотрел, в каких условиях будут лечить пациентов. Условия приемлемые. Надо понимать, что нелегко приходится всем, особенно врачам.
На базе общественной приемной партии «Единая Россия» в Туве возобновил деятельность единый штаб волонтерского центра по оказанию помощи врачам и гражданам, которые нуждаются в поддержке. В его состав вошли добровольческие организации «Единой России», Общероссийского народного фронта, организации «Мы вместе», волонтеры Победы, волонтеры-медики, Молодой гвардии и другие. Тему продолжит Даян Тансюрен. На базе общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева всеми присутствующими было принято решение возобновить деятельность регионального штаба движения «Мы вместе», которое объединяет силы всех волонтеров Тувы для помощи врачам и гражданам, нуждающимся в поддержке. Все мы беремся за одно дело против коронавирусной инфекции. И тем самым у нас региональный штаб всероссийского движения «Мы вместе» начинает работать с 9 до 8 вечера ежедневно. Руководитель регионального исполкома партии Елена Ховалык отметила, что именно центры по оказанию поддержки гражданам в период сложной эпидемиологической ситуации всемирно доказали свою эффективность. Нам сегодня надо заниматься очень системно, с пониманием того, что с 8 утра и круглые сутки мы должны быть уже на связи с нашими жителями. Теперь жители Тувы могут обратиться за поддержкой в единый волонтерский центр по телефону горячей линии единого штаба 3 38 31. Даян Тансюрен, Ангыр Оржак, Тува 24. В Республике Тыва в этом году будет создан Центр цифрового образования IT-Куб на базе Тувинского техникума информационных технологий. Более подробно смотрите в нашем материале. IT-Куб – это центр образования для детей от 7 до 18 лет по программам, направленным на ускоренное освоение знаний в сфере информационных технологий. Профессия на современном рынке труда востребованная. Хороший специалист может рассчитывать быстро найти интересную и хорошо оплачиваемую работу. IT-Куб, именно так называется федеральный проект, в рамках которого на базе нашего техникума и открывается IT-Куб. И Кубом назвали данный проект не случайно, я считаю, поскольку в IT-кубе 6 направлений, как и 6 граней у геометрической фигуры куба, и все они идеально, гармонично с собой сочетаются. По 6 направлениям, среди них можно выделить следующие направления, такие как мобильная разработка, то есть это разработка мобильных приложений под Android, официальным спонсором и при поддержке IT-школы Samsung данный куб будет вести свою образовательную деятельность. Уже в этом учебном году благодаря нацпроекту образования в нашей республике впервые откроется такой центр. Он почти готов к старту. Уже закуплено 79 компьютеров. Следующее очень интересное направление, я считаю, это программирование и разработка на языке Python. Основным спонсором которого является Яндекс.Лицей, который у нас также в Туве в прошлом году открылся при поддержке Министерства образования и правительства нашей республики. Также на базе нашего техникума третьим кубом будет открываться это VR и AR. По-нашему это виртуальная реальность и дополненная реальность. Ребята будут учиться разрабатывать приложения и свои маленького рода маски, чтобы в дальнейшем, чтобы они имели более прикладной характер. И для школьников младших классов будет открыт куб под названием «Алгоритмика и основа программирования». Малыши будут постигать непростые азы основ программирования и двигаться к следующему кубу. Начинающие разработчики в центре будут обучаться по образовательным программам в различных направлениях. Дети в IT-кубе могут изучать программирование на языке Java, Python, робототехника, мобильные приложения. Все это позволит детям намного быстро усваивать актуальные темы по программированию, по IT-сфере. Напомним, национальный проект образования был утвержден президентом России Владимиром Путиным еще в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение нашей страны в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Открытие IT-куба планируется к 1 сентября. Инна Клаян, Артыш Бартан, Ангыр Оржак, Тува 24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Берегите себя и будьте здоровы. В студии была Инна Клаян. До встречи в эфире.